Вы смотрите информационную программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Москве глава Якутии провел рабочую встречу с основателем холдинга «Селигдар». Компания впервые добыла более 8 тонн золота в прошлом году. В Росгвардии пополнение. В школе номер 10 Якутска открылся профильный класс об обучении. В Якутске столярному мастерству якутский изобретатель-конструктор собрал велосипеды для езды дома, разработки и применения. Пауэрлифтинг в Ленском районе развивается быстрыми темпами, что сподвигло молодежь полюбить железо и о нескромных результатах. Наземники Белькачи снизили грузоподъемность до 20 тонн. Ограничение введено на участке автодороги Усть-Мая-Кутана, на участке с 0 по 250 километр. Решение принято на основании акта контрольной проверки. Управление автодорог Якутии напоминает, что при движении по ледовым сезонным дорогам следует быть предельно осторожными, соблюдать все меры безопасности и требования дорожных знаков. Напомним, ранее грузоподъемность уже снизили на автодороге Алдан и ледовых переправах Хатасы, Покровск, Хангаласы, Сотинцы. Водителей призывают учитывать все ограничения при планировании поездок. В Москве глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с основателем холдинга «Селигдар» Константином Беритом. Главной темой разговора стали итоги работы компании за 2025 год и перспективы ее дальнейшего развития в Якутии. Сегодня «Селигдар» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний, и особенно важно, что ее ключевые активы, производства и стратегические планы напрямую связаны с нашим регионом. По итогам прошлого года впервые добыто более 8 тонн золота. Значительно выросли инвестиции и налоговые отчисления. Большим событием стал запуск новой золотоизвлекательной фабрики на месторождении Хвойное. И это очень важно, потому что там фабрика мощная, современная, и она должна... И, по сути дела, именно этой фабрикой Селигдар заканчивает свою первую часть стратегии, которая там должна привести к 10 тонн золота в год. Вот. Ну и, в принципе, мы в этом году уже должны увидеть этот результат, что вот в том году мы добыли больше 8 тонн. Вот. Ну а в этом году должно быть около 9. В Малой академии наук в селе Чапаева Хангалахского улуса подвели итоги регионального этапа конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В этом году он впервые вышел на международный уровень. Теперь в нем участвуют школьники и студенты из стран СНГ. Подробнее об участниках из Якутии и их уникальных разработках расскажет моя коллега Виолетта Засимова. В России большие вызовы проходят уже в 11-й раз, а в Якутии в 9-й. Постоянным соорганизаторами площадка регионального этапа неизменно выступает Малая академия наук. В этом году у нас 120 обучающихся принимают участие. Много интересных проектов. Это проекты по большим данным, по космическим технологиям, инженерные проекты, как всегда, агротехнологические. И также проекты, связанные с генетикой, с различными интересными направлениями, которые сейчас важны для народохозяйственного, применения и развития нашей экономики. Работу участников оценивали действующие сотрудники крупных предприятий республики. Так, экспертами в направлении передовые производственные технологии выступили представители мирового лидера в сфере алмазодобычи компании «Алроса». В направлении было представлено 11 проектов. Были проекты как научно-практические, так и научно-исследовательского характера. Вот. И из научно-практических мне очень понравились проекты, которые уже готовые. Ребята пришли уже с готовым оборудованием, такие как электрогитара уже самодельная ленточная пилорама. Есть проект по модульным зарядным станциям. Одним из тех, кто больше всего впечатлил эксперта в этом направлении, стал ученик 9 класса технического лицея имени Алексеевой Александр Ефимов. Школьник собственноручно собрал настоящую электрогитару. Но основа — это якутская сосна, доски, и снизу тоже доски — это липа. А так дальше все я заказывал на маркетплейсах, различных сайтах. Заказывал все эти материалы. За свой инженерный талант и целеустремленность Александр Ефимов был удостоен специального приза от компании «Алроса».
Вот у него есть инженерная мысль, и плюс он еще умеет работать руками. Нам нужны такие ребята на производстве. Мы сейчас набираем молодых кадров, обучаем их. Нам нужны не только инженеры, да, горные инженеры, но и рабочие. То есть машинист бульдозера, машинист экскаватора, вот такие профессии. В день подведения итогов регионального этапа прошел круглый стол, посвященный школьному инженерному образованию. Представители Минобразования и эксперты конкурса обсудили главную задачу – как объединить усилия школ, вузов и бизнеса, чтобы создать в Якутии прочную основу для подготовки будущих специалистов. Инновационного метода обучения азбуке Брайля. По итогам отбора во всероссийский финал прошли 9 якутских школьников с 7 по 11 классы. Заключительный этап пройдет с 4 апреля по 25 мая, а торжественная церемония награждения победителей состоится в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Росгвардии пополнение и самое юное. В школе номер 10 Якутска открылся профильный класс. 32 пятиклассника сегодня дали свою первую в жизни присягу. Шество над новоиспеченным классом будут вести якутский отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Кто такие юные гвардейцы и чему их будут учить, в сюжете далее. Клянусь честью и достоинством нести это звание. Торжественно обещаю горячо любить свое отечество, быть верным данной клятве устава школы. Для них это не просто слова, а первый осознанный выбор. Волнение, гордость и чувство ответственности сегодня переживает каждый из 32 учеников. Среди них пятиклассник Глеб Пентранкин. Я очень рад тому, что вступил в класс Росгвардии. И обещаю, что буду хорошо учиться и никого не оскорблять. Мы очень рады, что в нашей школе номер 10 открылась кадетская школа под патронажем Росгвардии. Выражаем огромную благодарность директору школы, заучу школы, также классному руководителю Любовь Андреевне. И надеемся, данный патронаж будет очень полезен для наших ребят, детей школы. Для школы это первый опыт, когда профильный класс открыли уже с 5 класса. Ранее подобные направления здесь были доступны только ребятам постарше. Первичное оснащение у нас имеется, плюс у нас 2 тира, один стационарный, который мы поддерживаем, построенный на народные деньги, а второй тир электронный. Вот эти фуражечки, это для них важно, они другие. Так же, как юнармия в свое время с новой формой привлекла к себе интерес, так и Росгвардия сейчас понимает, что любая мелочь для ребенка, она важна. Учить будущих гвардейцев будут не только педагоги, но и действующие сотрудники, а также ветераны ведомства. Школьники познакомятся с профессией изнутри, от структуры до реальных задач службы. Для детей это большое преимущество будет. А вот недавно с детьми, когда урок мужества проводила, спрашивала, кто, может, желает, например, в будущем поступить по правоохранительной деятельности. Желающие есть. Ну, по окончании школы как раз у нас целевые даются для детей, кто желает именно поступить по линии Росгвардии, по линии МВД, у нас целевые даются по Дальнему Востоку. Такие классы уже работают в нескольких школах Якутска, и их число будет расти. А для этих ребят сегодняшний день может стать первым шагом к будущей профессии. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Филиал Фонда «Защитники Отечества» в Якутии продолжает оказывать всестороннюю помощь ветеранам боевых действий и семьям погибших или пропавших без вести участников СВО. На данный момент под сопровождением социальных координаторов находится более 10 тысяч граждан. С начала года в фонд поступило около 7 тысяч обращений, 84% из которых получили положительные решения. Одним из приоритетных направлений работы остается содействие в поиске военнослужащих, пропавших без вести. В офисах фонда организован бесплатный забор ДНК и заполнение разыскных карт. В Якутске процедуру проводят в филиале, а в районах республики в ЦРБ. По вопросам розыска без вести пропавших в части заполнения разыскных карт и сдачи образцов генетического материала необходимо обратиться к социальному координатору Госфонда в районе по месту проживания. В тех районах, где отсутствуют социальные координаторы, необходимо обратиться в администрацию муниципального района. В городе Якутске филиал Госфонда «Защитники Отечества» по адресу улица Аюнского, 41/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 506 506 в рабочее время с 9 утра до 6 часов вечера.
В Якутии проходит месячник по борьбе с туберкулезом, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. В течение месяца в республике будут проходить профилактические мероприятия, семинарские совещания для врачей психиатрической службы и семинарские занятия для среднего медперсонала. Помимо этого будет проводиться скрининг на туберкулез и образовательные мероприятия для населения. При этом ситуация с заболеваемостью в регионе оценивается как благоприятная, а в настоящее время для снимков и анализов активно внедряются современные технологии. Если раньше на одно чтение рентген-снимка уходило 5-7 минут, то при помощи искусственного интеллекта это сократилось до 1-2 секунд. То есть и второе чтение он происходил через сутки. То есть мы сейчас с использованием искусственного интеллекта результат уже выдаем через 15 минут. И также у нас поменялась лабораторная техника. Если раньше мы методом посева ждали 75 дней, пока микобактерии туберкулеза вырастут, то сейчас уже 30 дней. Зимой и летом катайся смело. Якутский изобретатель-конструктор Николай Кудрин собрал велосипеды для езды в домашних условиях, когда нет возможности кататься на улице. О их разработке и применении узнавал мой коллега Тимур Колмогоров. Велосипеды на все возрасты были сконструированы специально для езды в коридорах многоэтажек и квартирах. Переднее ведущее колесо, 2 небольших задних и замена привычного руля на боковое являются отличающими чертами изобретения. Нынче осенью решил сделать домашний велосипед, потому что у нас зима длинная, сидим, на улице холодно, а дома тоже кататься охота. Вот поэтому смастерил 3 велосипеда. Опыт Николая Кудрина в изготовлении таких аппаратов исходит из работы учителем конструирования во Дворце детского творчества, в котором он проработал более 20 лет. Там же он вместе с детьми собирал различные поделки и механизмы, в том числе велосипеды. Одними из главных преимуществ данного велосипеда является компактность, легкость, а также простота его сборки. На нем можно кататься даже в домашних условиях, если нет возможности выйти на улицу. Использовал самые доступные материалы, без сварки, без лишних, без много железок. В основном дерево, фанера и обивочный материал. Выходит так, безотходное производство. Много деталей не уходит. И по времени тоже, если все знать, быстро делается. Все новые изобретения в первую очередь пробуют внуки Николая Кудрина, которые также помогают ему в сборке. Помимо этого, велосипедами мастера интересуются его соседи и знакомые. Что за велик? Поинтересовалась, он говорит, это я сам делаю такие. Я говорю, а я тоже хочу такое. Он говорит, достань, говорит, велик такой какой-нибудь, сломанный там от велика, может, какие-нибудь запчасти, колесо, руль. И я у своих знакомых попросила, и мне велик принесли. И он оттуда мне собрал. Очень красивый, зелененький, яркий такой, как дамский. И я вот на нем каталась. В основном все лето, осень, по набережной, вот здесь который. Молодец такой прямо, я даже удивилась. Оказывается, он давно занимается. А так он живет рядом, у него там как мастерская вот тут. За нашим домом. Ранее Николай уже собрал 3 трехколесных велосипеда для поездок по набережной озера Сайсары. А недавно его разработки были замечены организаторами ежегодной всероссийской выставки «Велокульт», в которой его пригласили участвовать. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Народные умельцы снова нас удивят. В столице республики начала работу выставка «Триумф мастерства». Посетители увидят работы победителей и призеров соревнований, прошедших в рамках Дня народного мастера. Подробности в следующем материале. День народного мастера отгремел с размахом. Шествие в национальных костюмах, конкурсы в изяществе изделий. Но даже если вы пропустили празднование, выставка «Триумф мастерства» собрала все сливки. Экспозиция представила работы победителей и призеров соревнований «Якутия мастеровая». Я 4-й год подряд участвую в этой выставке. И в этом году впервые заняла 2-е место, что для меня очень волнительно. В первую очередь хочу отметить. И в этом году я представила
сделала всего одну куклу. Она называется Анна Гирдалбар Хатун, но современная женщина в якутской социальной одежде. Выставка – целая энциклопедия якутского прикладного искусства. Можно и приодеться, и обустроить быт. Так много изделий. Ножи, ковры, одежда и украшения. А какое разнообразие материалов. Бисер, кожа, мех, шерсть, даже бивень мамонта. И с каждым годом, отмечают судьи, качество их отделки только улучшается. По всем видам у нас в последние годы идет очень хороший рост идет, повысился качество работ, да, новые материалы появились, новые технологии появились. Конечно, наши мастера, соблюдая каноны, да, каноны традиций, они изготавливают вот свои работы. Результаты кропотливого труда продемонстрировали как именитые умельцы, так и молодые мастера. Это-то и есть, пожалуй, самый важный итог. Все больше промыслами интересуется подрастающее поколение, которое вдыхает новую жизнь в родную культуру. Программа нашего курса обучения по бересте для молодежи чисто традиционное направление. Почему? Потому что молодежь должна знать, вплоть до жилища берестяного уроса, они должны знать. Это наш долг передать молодым поколениям именно традиции наших предков. Выставка в Доме дружбы народов продлится до 19 апреля. Организаторы обещают, что для посетителей проведут еще и мастер-классы. Так что можно будет не только полюбоваться экспонатами, но и унести домой изделия, сделанные своими руками. Эржена Гармаева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутии стартовал юбилейный 25-й конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Творческое состязание объединило около 800 юных участников и более 200 преподавателей, в том числе из отдаленных арктических улусов. Главной особенностью этого года стало участие в конкурсе воспитанников детских садов. Программа расширилась новыми номинациями «Учитель и ученики» и «Камерный ансамбль». Мастерство исполнителей оценивают 54 эксперта, известные деятели культуры и профессора ведущих вузов страны. В рамках конкурса для преподавателей детских школ искусств также организованы курсы повышения квалификации. По сравнению, наверное, с первым приездом мы очень приятно удивлены. Вырос уровень не только ребят, вырос преподавательский уровень, вырос уровень концертмейстеров. И в целом это уже получается настоящая музыка. Очень приятно, что еще в рамках этого конкурса проходят курсы повышения квалификации для педагогов. И мы с девочками, вот, которые ведут Домру все время ВКонтакте, они приезжают уже в Москву. Представляете, какой уже уровень? Вот. И не просто приезжают, не просто участвуют, они побеждают. Якутские пловцы показали свое мастерство на чемпионате в первенстве Дальневосточного федерального округа в Южно-Сахалинске. В копилку спортсменов вошли 28 медалей, 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. В составе сборной республики выступали 32 пловца из Якутска, Мирного и Нерингри. Тему продолжит моя коллега Анастасия Пуляева. На протяжении 4 соревновательных дней сборная республики показывала уровень своего мастерства на чемпионате и первенстве Дальневосточного округа. Спортсмены выступали в 2 категориях – юниоры и взрослые. В этом году мы ездили впервые. В марте месяце, вот прошли недавно, с 18 по 21 марта. Ездили мы в Южно-Сахалинск. Там мы выступили успешно. Я лично занял 2 серебряные медали и 1 бронзовую медаль. Впечатления положительные. Это рабочие старты. Дальше чемпионат России, Кубок России у ребят будет проходить. Соревнования по плаванию проходят в разных стилях, от браса до эстафеты. В состав команды этого вида входит 4 участника, каждый из которых поплывает по 100 или 200 метров. Сборная республики и здесь показала высокие результаты. Завоевала золотую и бронзовую медали. Получается, там 4 этапа. Если возьмем 4 по 200 кролем, то там 4 человека. Это судить по короткой воде, это 8 бассейнов. И когда человек проплывает 200 метров, он касается и прыгает следующий человек.
По итогам 4-дневных стартов отобрано 8 человек на участие в Кубке России, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге. Подготовка у сборной серьезная. 2 тренировки в день, первая из которых начинается в 6 утра. Ребята приходят на 6 утра утром перед школой и до 7:30 тренируются. Потом они идут в школу. После школы они приходят на 4 часа на вечернюю тренировку. Тренировка до 7 часов. И вот так каждый день, кроме воскресенья. 3 дня мы им даем восстановительное плавание. И через 3 дня у нас продолжается подготовка к финалу Кубка России. Впереди у спортсменов множество важных стартов, включая Кубок, первенства и чемпионаты России. Сейчас команда приступает к тренировочному процессу, чтобы подойти к предстоящим выступлениям в лучшей форме. Анастасия Пуляева, Илья Сыромятников, Якутск. Пауэрлифтинг в Ленском районе с недавних пор стал развиваться очень быстрыми темпами. С каждым годом этот вид спорта молодеет. Многие юноши стали проявлять интерес к железу. 2 года назад для них была открыта секция, а сегодня ее посещает более 15 молодых людей. Ведет тренировки мастер спорта России, тренер-преподаватель Алексей Островский. Наша съемочная группа побывала на тренировке и пообщалась с юными спортсменами. Николай Антипин на данный момент самый перспективный молодой пауэрлифтер Ленского района. Занимается этим видом спорта 2 года. За это короткое время, благодаря своему наставнику, тренеру, добился высоких результатов. Сегодня у молодого человека цель собрать сумму мастера спорта России. Сейчас приседаем, фронтальный присед у меня, вот у всех, у моих друзей. Тренер приседает со штангой на плечах. Вот, тренируем спину, чтобы не наклоняться, чтобы больше приседать. Сделали 5 минут, отдохнули, как обычно. И дальше пошли. Можно долго заниматься, можно быстро сделать все. Если тяжелые тренировки, то где-то 3 часа, 2,5-2. Если быстро, то 1,5 сделал, пошел. Вместе с юношами тренируются и мужчины. Среди них перспективный спортсмен Игорь Соловков. Он кандидат в мастера спорта России. На прошедшем первенстве Ленского района я присел 207,5 килограмм, 155 пожал и 215 потянул. Сумма составила 577,5. И какой вы заняли? Я занял 2-е место в категории своей и 1-е место в абсолютном зачете по жиму. Мне, во-первых, нравится тренироваться, поднимать. Во-вторых, честно, очень удобно график свой составить, так как я уже работаю, и это строить тренировочный процесс в работу и в жизнь. Тренировки проходят в понедельник, в среду и пятницу. Остальные дни разгрузочные для восстановления. Спортивный зал находится в 1-й школе. Здесь пауэрлифтерам выделено небольшое помещение. Они установили необходимое оборудование и тренажеры. Когда я начал заниматься, мы частично начали какое-то оборудование самостоятельно подкупать. А потом я делал заявку на комитет физической культуры как тренер. Я делал заявку, и они, закупили нам помост. Они закупили нам помост и вот эту 2-ю стойку. И на чемпионат они нам купили 3-ю стойку. В преддверии чемпионата Иван Александрович Сидоров еще нам закупил соревновательные блины, вы их видите сзади меня. Они чем отличаются? То есть если толстые блины, они тяжелоатлетические, они толстые. А эти тоненькие блины, то есть именно на соревнованиях по пауэрлифтингу используются тонкие блины. На занятиях лифтеры, конечно, не поднимают без остановок штангу. Тренировки проходят разнообразно и нацелены на всестороннее развитие. С молодежью Алексей Островский обязательно беседует на темы здорового образа жизни, делится секретами мастерства. Воспитанники Алексея показывают отличные результаты. Тренер вырастил несколько кандидатов в мастера спорта. С 2 в конце апреля он едет на соревнования «Огни Москвы». Почему мы выбираем всероссийские соревнования «Огни Москвы»? Потому что там порядка 900-800 спортсменов заявляется. Просто там смотришь, география, бешеная, едут все туда, потому что там сейчас можно мастера спорта выполнить. Алексей Островский всегда рад новым лицам, которые заинтересованы этим видом спорта. Всегда готов принять к себе в команду, научить и помочь стать мастером спорта каждому. Главное, отметил он, чтобы у юношей было желание заниматься и идти к поставленной цели. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Идем к другой актуальной теме. Новых случаев пастереллеза в Якутии не выявлено. 23 марта был завершен комплекс мероприятий по ликвидации заболевания в одном из личных подсобных хозяйств. В рамках контроля за обстановкой специалистами ветеринарной службы отобрано 150 проб крови от восприимчивого поголовья из ближлежащих хозяйств. На сегодняшний день направленные в лабораторию пробы дали отрицательный результат. Ветеринарная служба напоминает владельцам животных о необходимости строго соблюдать ветеринарные правила и своевременно информировать специалистов при обнаружении признаков заболевания у животных. Круглосуточно работает горячая линия по номеру 508-766. Напомним, развернут оперативный штаб при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики республики. Рекомендуем доверять только проверенной официальной информации. Таким увидели наш уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.